Всем добрый, бодрый денек. Да, с вами на связи Рита Эко-Бодрита. И сегодня мы поговорим про то, как вообще вести блог в ТикТоке, для чего это необходимо. Я поговорю, точнее даже расскажу свою историю вообще, как я пришла к эко-теме, это важный момент, и почему я веду именно блог на эко-тему. Расскажу, что снимать в ТикТоке, откуда брать идеи, ну и много-много интересного. Из магазина, например. Вообще я живу в стиле эко-френдли уже 10 лет, в стиле Zero Waste около 4 лет вместе с мужем. И я понимаю, что у меня много разного интересного, классного опыта, и мне хочется делиться этим с людьми, поэтому я стала создавать разные курсы, разные видео, то есть прям мне очень нравится выступать, лекции проводить, и я весь свой опыт стала как бы совмещать в блогерстве тоже. Вот. Я состою в летучке экоблогеров России, то есть мы делимся разными новостями, экологичными там, победами или поражениями, какими-то экоинициативами в России и так далее. Веду блог небольшой в Инстаграм и, конечно же, в ТикТок. У меня есть Ютуб, но я поняла просто в карантине, что мне хочется это исполнить, и более такие какие-то замысловатые, длинные видео, информационные, они находятся все в ютубчике. Вот. Все то, что связано более с жизнью, находится в Инстаграме, ну а короткие лайфхаки и приколюхи находятся в ТикТоке. Вот. А также я эко-тренер, занимаюсь экологизацией бизнеса в Карелии. Вот. Я в 2011 году посмотрела короткометражный фильм «Мысли о мусоре», который полностью перевернул мое мировоззрение, потому что я увидела, что из мусора можно делать энергию, жить в стиле Zero Waste можно еще, ну, то есть 10-15 лет тому назад, когда еще это не было мейнстримом, и у меня вообще раскрылись глаза. Я всегда любила тему отходов в 10 классе, и я шучу, что я думала о мусоре, а не о мальчиках. В общем, такая у меня вот была тема. Я всегда собирала за собой и за другими людьми мусор, как-то меня это так вдохновляло. В США, когда мы были вместе с одногруппниками, я увидела раздельный сбор везде. Я подумала, что это должно быть в России. Вернувшись, я много волонтерила. Вот. И в 2018 году стала вести блог. Первая лекция была на английском языке, так как я заканчивала иньяс. Вот. И в 21-м, вот сейчас, я уже провожу вебинары про ТикТок, несмотря на то, что у меня вообще небольшая аудитория, вы увидите это чуть позднее. Я снимаю ТикТоки даже для Росприроднадзора. То есть помимо того, что я веду свою страничку, я еще веду и, как сказать, федеральный ТикТок. Наверное, это так Они называется. тоже не покупают пакеты на кассе? Да, они тоже, они прям экологичные. Я просто объясню, почему я задаю этот вопрос, потому что у Риты я посмотрела вчера практически все видео на ТикТоке, и там такой очень повторяющийся часто тема о том, что не надо покупать лишние пластиковые пакеты. Да, это на кассе, то, что понятно людям, и то, что вот прям хочется, ну, я буду современным, молодежным вдолбить в голову. Вот, поэтому пакет — это моя любимая тема. Мне очень нравятся еще разные челленджи, которые сейчас, я не знаю, называть можно имена, нельзя. Ну, в общем, Чьи? Тинькофф. Тинькофф, он просто запустил сейчас очень классный эко-челлендж, и там есть классный звук. И понятно, что на такую тему я тоже буду снимать ТикТок, и поэтому тема с пакетами, она прям двигается. Очень приятно, когда в перекрестке в громкоговоритель говорят про тему экологичной жизни. Это вдохновляет. В общем, да, я сейчас уже перейду на тему ТикТока все-таки, да, поговорим вообще, какие возможности платформы есть, кому подойдет эта платформа вообще, зачем туда идти, нужно ли вам это или нет. Вот. Я не буду вдаваться, конечно же, в историю, все мы можем почитать это все в интернете, но хочется сказать, что за 2020 год TikTok стал 3-м приложением в топе по скачиваемости, то есть наряду с Фейсбуком и, конечно же, с Zoom. Ну, то есть вся жизнь переместилась в Zoom и в TikTok, соответственно. Есть очень много разных видео, приколов, как там 2090 год, тинейджеры изучают информацию, что такое коронавирус, что это такое, а что мы делали в 2020-м, там снимали всякие челленджи в этом году и, в принципе, ну, не так сильно грустили. Да, тяжелая тема коронавируса, но все равно веселились в ТикТоке. Вот. И многие люди стали известными благодаря ТикТоку именно во времен пандемии. Вот. А кому подойдет эта тема?
Очень классно, если то, что вы любите, то, то, в чем вы сильны, то, за что вам платят, и то, что нужно людям, совпадает в одном, да, в икигае, и вы можете это преподносить в мир, да, то есть если мне нравится тема там, экологии и финансов, и я буду это вещать в соцсетях и вдохновлять людей на это. И я замечаю по обратной связи там, подписчиков, что они пишут: вот, Рита, я начала, ну, если мы говорим за тему экологии, да, я начала делать там то-то, то-то, то, у меня такая-то эко-привычка появилась. Или же человек говорит: я начал там инвестировать каждую, там, не знаю, каждый месяц, неделю, для меня это прям классно, и меня это еще больше вдохновляет, бодрит, и я понимаю, что я не хочу бросать это дело. Вот. Если вы понимаете, что вы человек творческий, и у вас есть о чем рассказать этому миру, вы можете рассказать про искусство, вы можете рассказать про аниме или любое ваше хобби, вязание, не знаю, да, что-то такое, создание поп-ита или... Понимаешь, да, о чем я говорю? Да. У меня есть дети, поэтому я понимаю. Супер. Тогда мы говорим на одном языке. Создание там поп-ита своими руками, ну что, в общем, что-то такое. И делитесь и рассказывайте. Классно, если вы человек смелый, харизматичный, да, то есть, конечно, люди и без этого в ТикТоке, но если у вас есть чем влюбить в себя, то есть вам продвигаться будет проще и легче. Дальше я делила вот на презентации, да, на слайде у меня написано: классно, если вы там экстраверт, но не факт. Даже интроверты очень хорошо заходят в ТикТок, просто они снимают все дома, а когда выходят на улицу, они такие более приземленные, закрываются, то есть как-то так реагируют на публику, как сказать, менее активно, чем нежели экстраверт. Вот, поэтому любой человек туда может зайти. И да, и классно, если вы любите видео снимать. То есть если вы пишете колонку в Яндекс.Дзене, конечно, на 25 страниц, и вы прям обожаете писать диссертации, да, там какие-то вести темы с текстом. Людей. А я знаю таких людей, они пишут о музыке, это прикольно. Но все равно, если вы как бы чувствуете, что вы можете и в видео рассказать, то рассказывайте. Я еще топлю за то, что ТикТок помогает обрести некую смелость и чуть больше уверенности в себе, потому что нужно актерское мастерство включать, да, то есть в себе начинаешь многое узнавать, когда ведешь ТикТок. Вот. Кому вообще подойдет эта площадка? Жаль, что ты не видишь презентацию, но тут, конечно, слайды есть небольшие. Конечно же, платформа подойдет блогерам, экспертам каким-то, да, то есть на разные темы. Там, от финансовой грамотности до вязания, допустим. Если вы предприниматель, тоже легко можно зайти и очень классно продвигать свой продукт в ТикТоке. Бренды, магазины уже давно там, и уже, да, как писали мы в анонсах, что ТикТок — это не тема про детей и про танцы. То есть там уже давно большие бизнесы, да, то есть на презентации еще отображается Сбер и Тинькофф, то есть банки очень активно продвигают свои фишки, свои услуги, новые акции, то есть благодаря именно ТикТоку в очень таком лайтовом, смелом формате. Какие есть возможности платформы? Это, конечно же, быстрый рост. Буквально сегодня я в Росприроднадзоре закинула ТикТок, и он очень быстро залетел в рекомендации. И мы бесплатно, получается, нагнали это такими вот прям словами, конечно, не очень, но как есть, буду говорить блогерскими. Сейчас просто сидит человек, который говорит: нагнали. Да, нагнали трафика. Нагнали, закинули. Закинули, там, да, вы понимаете, о чем я говорю. Да, попыт, свайп, все дела. В общем, 160 человек плюсом пришло просто бесплатно, и не нужно платить за это, да, вливать финансы, как в Инстаграм, например. Чтобы привлечь новую аудиторию, в Инстаграме уже либо ты делаешь супер-пупер контент, либо ты платишь деньги за свой контент же. В ТикТоке можно и нужно делать контент, и в одночасье действительно можно стать популярным, если у вас очень хорошо залетит видео на миллионные просмотры. Вот. А как оно залетает? Я вот пока этого только не понимаю. То есть это все неожиданно, или оно там куда-то попадает туда, где потом размножается? А есть отдельная лента. Ну, ты вообще сидела в ТикТоке, да? Ну, вчера, когда я готовилась к да? этой лекции, я посидела немножко в обращаешь ТикТоке, внимание, да. то, что есть там рекомендации, то есть это общая лента, которую люди вот так вот свайпают, да, постоянно.
Залететь туда можно, я сейчас покажу свои примеры видео, расскажу, как туда залетать. Вот. И там есть определенный алгоритм, как в любой соцсети, и соцсеть TikTok тоже очень умная, она будет тебе показывать именно то, что тебе нравится. Если мне нравится психология, финансы, экология, они мне это все и будут показывать, вещать. Если я захожу на аккаунт Росприроднадзора, который мы только начали, он мне показывает просто всю мешанину, которая попадает просто детям чаще всего, да, то есть блогеры-миллионники — это те, у кого основная аудитория, это дети, честно так сказать. Вот, и там я не найду психологии, например, какой-нибудь на том аккаунте, потому что TikTok еще не понял, что мне нравится. Вот, но об этом как залететь в TikTok, в рек, я чуть попозже расскажу. Да, вторая возможность ТикТока — это быстрый рост подписчиков по сравнению с другими соцсетями. В Ютубе нужно прям статично, стабильно каждую неделю. Ну, вот я просто опираюсь на опыт моих коллег, каждую неделю эко-видео, там, отслеживать тренды, там, прям история с H&M, пожары в Сибири, да, то есть как бы прям быть в повестке. Тут тоже нужно быть в повестке, но тут нужно еще чаще делать контент. Но в Ютубе ты делаешь раз в неделю, например. Вот, в ТикТоке ты можешь делать там 3 дня в неделю и больше привлечь подписчиков, и это факт. Вот, дальше третья возможность, то, что если у вас есть бизнес, да, какой-то TikTok — это отличный дополнительный инструмент для трафика. Не знаю, почему у меня сегодня вязание заходит на тему, вот такую поговорю. Я не знаю, я что-то вяжу, я продаю, или сумочки из джута, например, если мы на тему экологии будем говорить. Сумочки из джута создаю, и если я показываю свой процесс, это реально людям нравится. Видеть не готовый продукт, а процесс создания, как там мы вяжем, что-то создаем. Люди в это влюбляются, и через TikTok они могут у тебя сделать заявку и купить твой продукт. Вот. Дальше площадка классная для монетизации своей экспертности, да, то есть фрилансеры могут поделиться любым контентом, просто как быть фрилансером, реально люди так рассказывают, будучи фрилансерами, и на этом деньги зарабатывают. Люди покупают их разные услуги. Вообще, что снимать в TikTok? И откуда же брать идеи? Снимать можно разное. Дальше, сейчас, Аня, я просто буду говорить на языке опять блогеров. Снимать липсинги. Липсинги, это очень легко расшифровать, да? Lip-sync. Мы просто открываем рот и под уже готовый звук создаем какое-то видео. Пример привести, например, связанный с экологией, да? Тинькофф запустил челлендж, и там есть определенный звук, и говорят в этом звуке там: пакет вам нужен? Нет, спасибо, там, и я за экологию, там, и Галя отмена, говорят, да, в конце, то есть когда там мы приходим в магазины, там что-то кассиров не устраивает, да, Галя отмена, не знаю, почему эту женщину зовут Галя, в общем, и в конце есть в звуке вот этот вот приемчик Галя отмена, и ты просто открываешь рот и разыгрываешь ситуацию, вот и все, по сути, ты повторяешь звук с открытым ртом. То есть ты не сам что-то говоришь, а уже используешь готовый звук. Вот. Можно снимать какие-то социальные ролики, они очень хорошо заходят. И всегда заходит то, что содержит эмоцию, любую, негативную, положительную, умилительную. То, что вот социальные ролики — это прям вот пушка. Поэтому снимайте. Социальные ролики были трендом 2020 года. Это прям очень часто всегда снимали, и это все переливалось в Инстаграм. Вот, можно снимать какие-то мини-истории с друзьями, коллаборироваться, снимать какие-то игры-челленджи, какие-то лайфхаки делать. Например, в моей нише, так сказать, можно снимать там топ-3, топ-5 там, эко-привычек или там топ-3 вещи, от которых я откажусь, там, да, будучи там, в 21 веке. Ну, понятно, пакет, там, пластиковая щетка, ну, еще что-нибудь такое, да. Или, например, там, тушь в обычном тюбике, допустим. И люди скажут: в смысле, а тушью не пользуются, да, ну, девушки скажут. И тут ты дальше в следующем видео начинаешь показывать процесс создания своей туши. И люди скажут: вау, а такое бывает? И сразу пойдет реакция удивления. И вот здесь есть эмоция.
Дальше, что еще можно снимать? Да, какие-то тренды. Тренды под музыку. Я очень люблю снимать тренды, но сразу вас хочу предупредить, чтобы шарить в трендах, нужно быть в ТикТоке. Ну, то есть прям отслеживать, понимать, что сейчас происходит. Я, например, в поездку сейчас на 5 дней уезжала, я в ТикТоке вообще не сидела, я сняла заранее контент и его закидывала. И я вновь захожу через 5 дней, там много всяких разных уже других трендов, которые уже... За 5 дней. Прям, да, за 5 дней. Изменились все тренды. Да, все тренды. Но я ТикТок снимаю... может закрывать, все, расходимся, ребят. И я снимаю то, что было популярным в прошлом году, например, ну, то есть как бы можно все в этой жизни, поэтому так. Дальше, то, что я говорила сейчас, это больше для блогеров, да, то есть тренды, каверы, челленджи, липсинги, сторителлинги. А что можно снимать экспертам, это разговорные какие-то видео, новости, например, тоже топ-3, топ-5, какие-то советы можно давать людям. И тренды именно переделаны на свой лад. Есть какой-то звук, и все снимают под него одно и то же. Но ты как эксперт, например, финансовый, там, аналитик, ты думаешь, а как я что, буду кривляться с этим звуком? Ты можешь просто чуть-чуть покривляться, а в конце видео сделать какую-то, ну, свою отличительную особенность себя. Там, не знаю, про брокерский счет что-то сказать там в конце. Ну, допустим, да, не знаю. Покривлялся, а потом... Да, покривлялся, а потом о важном. Да. Финансового рынка. Да, да, что-нибудь такое. Что еще? Откуда брать вообще идеи? Мы просто заходим в ТикТок, и будьте готовы, если вы заходите только прям новичком, отсеивать мусор тоже, отсортировать его необходимо как в жизни, так и в ТикТоке, потому что сразу очень много мусора может вам показаться, что там неинтересно, как бы, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Если вы зайдете туда, вы увидите, что там, что происходит, как вообще с этим работать. Но, находясь там пару дней, пару недель, вы понимаете, как с этим работать. Вот. Тем не менее, вы отслеживаете тренды и понимаете, ой, эту идею могу взять себе и заснять такое же видео. Дальше мы можем анализировать другие платформы Ютуба и там Инстаграма, что там происходит, и внедрять это в ТикТок. Ну и, конечно же, актуалочки снимать, да, все, что происходит актуального в мире, там, в СМИ, да, то, что вот сейчас прям происходит, можно снимать. И брать, например, на свою тему. Ну, например, я могу взять тему ковида, тему вакцинации и поработать с одноразовыми, многоразовыми масками и перенести это на свою тему экологии как-то, допустим. Вот как-то так. Хочу поделиться моими лучшими постами в ТикТоке, несмотря на то, что у меня 2400 тысячи подписчиков, ну то есть это мало очень. Несмотря на это, есть классные видео. Вообще, с чего все началось, это с видео. Я так хочу тебе показать, развернуть это. Ну, в общем, потом я, возможно, покажу. видела там какие-то, я посмотрела, у которых много прям просмотров. Самое первое — это видео про эко-женщину, когда мы просто засняли видео, это называется «На коленке я сделала», склеила все видео в одно, женился на эко-женщине, а это значит. И дальше начинаю делать перечисления там. Мы снимали просто абсурд. Когда-то был сильный дождь в Карелии в прошлом году, мы достали тазик, собирали дождевую воду. Просто по приколу. И это запустили в ТикТок. И люди потом начали с недопониманием спрашивать, а зачем воду дождевую собирать? Ну, то есть, и вот, в общем, такие абсурдные тоже комментарии пишут, и ты отвечаешь, и это же позволяет тебе залететь в рекомендации. У человека возникла реакция, он пишет эту обратную связь тебе, и больше комментариев. ТикТок понимает, что, видео классное, покажу я его еще большему количеству людей. Вот. Ну и в видео было перечисление. Женился на эко-женщине, а это значит воды собери, там рыбу налови, там на велике катайся, что-то такое. Было все еще с рифмой как-то связано с перечислением. И тогда человек досматривает до конца. И, пожалуйста, бум, у тебя есть 1 просмотр. И люди... эко-женщина тоже. Да, и что такое эко-женщина? А в конце мы показали, как у нас была эко-свадьба в конопляных костюмах. Люди тоже, конопляные костюмы, что? И начинается реакция, и вот пошел бурный рост. И в прошлом показали, году... как вы их сшили? А процесс, кстати, не показывали. Не показывали. Мне вот, кажется, кстати, идея, да, для нового ТикТока. Да, и мы, в общем, закинули это видео, оно залетело, и я поняла,
ТикТок не только для детей, я в прошлом году еще сообразила, и начала немножечко каких-то видео закидывать. Вот, зашло очень, мне нравится история на презентации сейчас появилась картинка «Спор с кассиром». Это скетч. То есть я беру зеленку, зеленый экран, делаю такую, ну ты, наверное, видел это видео, да? Я делаю якобы ситуацию, что я в магазине нахожусь, и разыгрываю два персонажа, я и продавец, диалог. И здесь люди в любом случае досмотрят до конца, потому что это скетч, и есть готовый написанный сценарий, реплики, и человек смотрит, а чем же закончится эта история. Я, конечно, там нагнетаю, я включаю еще, конечно же, там такой есть трек, я не помню, как он называется, но это классика, может быть, «Полет шмеля» или что-то такое. И, в общем, это разгоняется, и человек, конечно, досмотрит до конца, что там было. И если это жизненно для него, он начинает обсуждать это в комментариях. Мне на пользу, и я начинаю с ними дебаты вести какие-то. Или там, да-да, я тебя поддерживаю, брат, бро. То есть все то, что жизненно, люди пишут сразу же комментарии. И если мы видим, лайфхак вам, если мы видим, что какой-то вид контента зашел, снимайте вторую часть такую же. Именно поэтому я сейчас сняла «Спор с кассиром 2». Вот. Я пытаюсь следить за нашим временем. Да, время у нас заканчивается. Да? Я вот пока вот задам вопрос из чата, видимо, у тех, у кого нет ТикТока, спрашивают, какое самое длинное видео в ТикТоке, 5 или 6 секунд? Какое самое... 5 или 6 секунд идеальное видео в ТикТоке? Идеальное видео в ТикТоке? 5 или... Это рофл, да? Это я юмор? Не знаю. Нет? Самое длинное видео, там есть уже 3 минуты, я вам так скажу. Но это никто не будет смотреть. Ну, то есть вы идеально. Нет, слушай, смотрят. Смотрят и 3 минуты. Смотрят и 3 минуты, да, потому что там очень классный сценарий прописан. Это работает, например, с психологией. Я знаю очень классного блогера, и он очень крупный, и он рассказывает, например, про манипуляцию между взрослым и ребенком. И там прям такая длинная история, ты досматриваешь до конца, несмотря на то, что в ТикТоке есть перемотка уже, раньше этого не было, ты должен досмотреть до конца. Вот. Ну, это прям уже серьезный контент, получается. Ну да, достаточно 3 минуты. такое. 3 У меня минуты, просто да. ребенок, он уже пытается несколько лет стать блогером, и ему 9 лет будет скоро. И он мне спрашивает: мама, давай быстрее регистрируй мне. Сначала это был YouTube, потом это разные соцсети, сейчас ТикТок. Говорит, я вот сейчас начну прям сразу стримить. И я ему объясняю всегда, ну как телевизионщик, я много лет работала на телевидении, да, и понимаю, что это все-таки процесс длительный, нужно снять, нужен какой-то сценарий, нужно потом монтаж залить. Я ему объясняю, что это все долго. Для ТикТока это также работает? Слушай, не всегда. Для детей не нужен им длинный сценарий, им не надо длинного сценария, они могут сделать попуть своими руками, и это залетит. Если он за 5 секунд это быстро покажет, там за 15, это залетит. Поэтому для детей не нужен долгий сценарий. Тут надо расслабиться, просто расслабиться и снимать в классном свете, вот хорошо, и со звуком. Моя отговорка сломана теперь. Да, да. Ну, можно снимать простой контент на самом деле. Я не ответила на вопрос, я просто его чуть-чуть не поняла. Нет, все нормально. Ну, да, вроде мне на него кажется, была ответили, шутка, да, более... Да, то есть, что о длине видео на ТикТоке. Я могу, да, продолжить? Да, но у нас остается, я так понимаю, чуть-чуть совсем 40 секунд, поэтому... А просто смотри, вот... Самое главное. Самое главное, это мой последний слайд, 3 основных совета начинающим тиктокерам. Это делать ролики регулярно, всегда, когда я выступаю, я говорю это и аудитории, и себе. Рита, делай регулярно, то есть снимать, быть в дисциплине. Дальше, не бояться действительно критики и насмешек, ну, неважно, ты снял классное видео, оно залетело, не обращать внимания на друзей, которые... Она теперь в ТикТоке, боже мой, господи, еще в ТикТок пошла. Потом через несколько месяцев сами будут там снимать, факт. Ну и классно, когда вы снимаете видео с хорошим звуком и светом, то, что у нас сегодня есть. Вот. А так все, у меня последний слайд, и я прям старалась уложиться. Вот, я свои контакты там оставила. Рита Экободрита, подписывайтесь на канал. На блог в ТикТоке. Да. Ну что, ребята, последний вопрос. Теперь кто хочет завести свой блог в ТикТоке? Ну давай, есть, 2 руки есть. Рита сделала свое дело за 25 минут, уломала наших ребят все-таки завести ТикТок. Спасибо большое, так понимаю, что наше время вышло, это было очень, очень стремительно. Спасибо, да, я надеюсь, что наши зрители поняли, и мы увидим массу интересных блогов в ТикТоке и начнем наконец-таки разбираться, что такое залететь в ТикТок, в ТикТоке. В ТикТок, в рек. В ТикТок. В рек, в рекомендации. Хорошо.